Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, на вашу личную жизнь. А тема звучит так. В чем разочаровалась, во что не веришь и чего не ждешь. Но что обязательно испытаешь и получишь. Это все, что касается личного. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Подумайте о своих разочарованиях, подумайте о том, с чем вы смирились, и о том, чего вы уже не ждете, именно в личном. Просто подумайте, ничего не спрашивайте, просто подумайте. И давайте посмотрим. Настраивайтесь. Я пока все подготовлю. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Да, разочарований очень много в любви у вас было. В любви, причем не только любовь вот, женщины и мужчины. Здесь еще в каких-то родственниках вы очень сильно разочаровались. В близких людях разочаровались. Кто-то в друзьях разочаровался, в подругах, кто-то вот, действительно в родственниках, братья, сестры. А кто-то и в детях мог разочароваться. Понимаете, тут... непростой какой-то период у вас в жизни был, либо сейчас вы в нем находитесь. Да, тяжело вам по жизни пришлось, очень тяжело. Ну что, мои хорошие, отсыпка-то общая, да, но вы здесь не зря. Не зря вы зашли на мой канал и именно попали на это видео. Здесь будет для вас очень важная информация. Давайте пойдем по порядку. Разочарование в любви. Мужчины и женщины. Кто-то сейчас в тяжелом браке находится, а кто-то еле-еле пережил тяжелый брак. То есть вы уже развелись. Вы знаете, мои хорошие, это были пробы. Это были действительно пробы. У кого-то, я вижу, несколько браков было. Вы приобретали опыт. Вы проходили какие-то свои действительно кармические узлы и испытания по судьбе. Что требовалось от вас? От вас требовалось переоценки именно себя. То есть вы в каждых отношениях были как человек, который дает вот прям себя полностью отдавали, без остатка отдавали в любовь и на, скажем так, потребу мужчины, с кем вы вместе были. Это очень неправильно, очень неправильно. Вы почему-то в паре, в браке всегда выбирали роль второстепенную, хотя от природы вы лидер. Вы лидер, вы главное. У вас есть все, у вас есть сила, у вас есть любовь, у вас есть выдержка, у вас есть невероятная интуиция и просто невероятный багаж знаний. Но вы всегда преуменьшали свою роль и свою значимость именно в отношениях. Как будто бы передавали вот эту пальму первенства мужчины и говорили: ну все, мужик, ты теперь главный, да, я типа за тобой иду. Смотри, не подведи. А мужчины-то подводили. А вы понимаете, вы вместо того, чтобы все переиграть, да, мужику сказать: ну ты слабак, да, вот иди за мной, я пойду вперед. Вы все пытались его там подталкивать. Кто-то из девочек прям на шею себе посадил, и вот она там с последних сил шла, и там мужика на себе вела, и дети, и там и родственники, и работа. Ну прям все на себе тащила. Вот. И каждый раз одни и те же грабли, либо одни и те же вилы в бок. Девочки, теперь я вижу все по-другому у вас в жизни, да, ваш взгляд, он поменялся. Вы, пройдя все эти боли и разочарования, вы не сломались, абсолютно нет. Вы очень долго проводили вот эту работу над ошибками, и вы ее провели, очень успешно провели. Теперь передо мной, вот смотрите, женщина, амазонка, вы видите, какая красавица. Красавица. Вы сидите
на лошади, понимаете? На лошадке сидите, в правую сторону едете, в правую. Вы осознали свою ценность, вы осознали свое предназначение, вы не отказываетесь теперь от своей роли. Роли женщины-воина, женщины-победительницы, женщина, которой не нужен, да, как поводырь, вам не нужен поводырь, вы сама кого хочешь куда угодно переведете. Вы это только сейчас поняли. И вот в момент, когда вы, скажем так, дошли до кондиции, когда вы все про себя поняли, когда вы переосмыслили свое поведение, свое отношение, свои взгляды и свои приоритеты, вы готовы. Вот именно в моменте, здесь и сейчас, когда вы зашли на мою отсыпочку, вы готовы к новой жизни. И вы эту новую счастливую личную жизнь скоро получите. Кто-то, я вижу, уже познакомился с мужчиной. Да, это он. А кто-то с этим мужчиной судьбоносным, да, вашей половиночкой, в ближайшее время обязательно познакомиться. До конца года знакомство 100% у вас будет. А у кого-то прям уже и отношения завяжутся к этому времени. У кого-то прям фэст-трек пойдет, да, как-то моментально. Вот прям и познакомились, и уже сошлись, и уже вместе, и уже строят планы, и куда-то вместе едут, да, создают свое гнездышко. У кого-то и так произойдет. Да. Вы себе сейчас рисуете будущее одиночества. Да? Вы думаете, ну одна, ну ничего, одной спокойно, одной, да, проблем меньше. Я знаю, что мне делать, я знаю, как мне жить. Кто-то говорит, да я вообще не хочу, вот эта вот голова будет болеть, мужик будет раздражать туда-сюда, да, вдруг еще там предаст, как-то себя некрасиво поведет. Не хочу. Просто не хочу с этим связываться. Но, девочки, ваше-то сердце говорит другое. Ваше сердце хочет любить и хочет быть любимым. Вы, правда, в себе это глушите, но зов сердца очень трудно заглушить. Мои хорошие, любовь будет, счастье будет. Здесь точно будет брак. Еще один брак, а у кого-то первый, у кого-то, я не знаю, может быть, 10-й, понимаете, он будет. Брак официальный. Это не просто так сошлись и живут, как гражданский брак, а нет, это будет официальный, документально оформленный, все, знаете, вот по законодательству, не подкопаешься. Вот такой брак у вас будет. Причем на именно таком официальном браке будет настаивать ваш мужчина, ваш. Так. Отдельно сделаю отсыпочку по поводу того, с кем вы будете жить, как вы будете жить. Просто здесь, знаете, дали вводные, но полноту картинки я не вижу, потому что мы все-таки рассматриваем вас. Так, что касается еще вашей личной жизни. Понимаете, вам вот оседлать лошадку. Оседлать лошадку, это успех, это работа, это карьера, это дело всей вашей жизни в ваших руках. Причем дело очень успешное. И еще раз повторюсь, неважно, сколько вам лет. Может быть, вы давно на пенсии, живете тихой, спокойной, размеренной жизнью. Вы придумаете себе работу либо занятие по душе, еще будете очень неплохо зарабатывать. Девочки, никому ни в чем не нуждаться, жить так, как вам захочется, так, как вам нравится, как вам интересно. Обязательно. Здесь у меня женщина вышла успешная, причем во всех отношениях. Она успешная в работе, в делах, в увлечениях. Она успешная в любви. Она замечательная мама, бабушка, не знаю, дочь, подруга, соседка, сестра, кума, да, вы во всех отношениях просто идеал. А в будущем, буквально вот в течение нескольких месяцев, то есть 2-3 месяца пройдет, у вас какие-то очень серьезные изменения вот именно в вашем доме произойдут, дом, где вы живете. Кто-то улучшит свои жилищные условия, причем очень так контрастно по сравнению с тем, что сейчас у вас есть, а кто-то действительно сменит место жительства. И поверьте, это как в сказку попасть у вас будет. Место очень необычное у вас идет. Вы прям себя очень счастливой почувствуете. Почувствуете, что все это ваше, что именно так вы хотели жить, в таком формате, в таком месте, в таком районе, в таком именно доме, квартире, может быть, даже загородный дом. Вот, вы прям еще хозяйничать начнете, да, вот что-то усовершенствовать, декорировать. Вот
все свои способности к декору, свой вкус, вы все это еще проявите в том месте, где вы живете, либо где вы будете жить. Да, это замечательно. Вот прям душу отведете. Вы все будете делать под себя. Вот как вам хорошо, как вы себя хорошо, комфортно чувствуете. Так, еще момент. Момент соперницы. Вот у кого-то есть соперница. Причем соперница очень нечестная женщина. Женщина, которая играет втихую, пользуется запрещенными методами. Это шантаж, это всякие уловки, это угрозы, это магия. Да? То есть она пользуется вот тем, что запрещено, тем, что вот ниже пояса считается. Да? Вот она этим пользуется. И пользуется достаточно успешно. Но она этим будет пользоваться до поры до времени. Вы для себя должны кое-что знать. Вот у вас в роду был какой-то невероятный человек, невероятной силы человек. Плюс этот человек за свою жизнь совершил какое-то невероятное действие, какой-то поступок, но просто благороднейший поступок совершил. И этот человек, он в определенном статусе сейчас находится в ином мире. То есть у него есть особая сила и особые возможности. И этот человек, душа этого человека, так правильно сказать, да, за вами присматривает и будет вам всячески помогать и содействовать. И сейчас вам всячески помогает и содействует. Таким мощным щитом вас закрывает от самых страшных и неприятных ударов вашей соперницы. Она это видит, она не понимает, что происходит, и она очень сильно бесится. Если бы вы узнали, что ваша соперница против вас делала, ну, я не знаю, вы бы могли просто в ужасе, да, бежать с места, где вы находитесь. Потому что здесь я вижу на кого-то прям делали, знаете, вот как насмерть даже могли делать. Да, что-то на вас повлияло. Но основную вот эту массу беды, удара, да, силу удара от вас отвели, дух защитник отвел. У кого-то из девочек ангел очень сильный, а кто-то сама по себе очень сильная, мощная, волевая личность. Вот, вы можете сами себе защиту очень сильную делать. Вот, конечно же, прям стопроцентной защиты ее не бывает, и в принципе это невозможно. Но основные посылы, они проходят мимо. Что-то, да, задевает. Когда задевает, это отражается на вашем здоровье и на вашем внешнем виде. Ну, допустим, да, как это выглядит. У вас начинают там болеть конечности, у вас какие-то болячки идут, там по-женски, там мигрени, опять же волосы, когда выпадают. Волосы выпадают, это тоже оно. Да? То есть у вас стараются сосвету жить и стараются, чтобы вы хуже выглядели. Да? Раньше сроку состарились. Вот. И волосы выпадают, морщины появляются. Причем, знаете, не то, что там по возрасту морщины идут, а допустим, вы вы же себя знаете, там фотографировались, в зеркало недавно смотрелись, какие-то процедуры проходили, а у вас вместо позитивного результата вот прям в негатив уходит, прям высыхает, чувствуете, что вы высыхаете. Вот всяческие высыпания на коже, типа аллергия, но это вот тот же черный посыл идет. Вот. Это делает очень сильно. Смотрите, что произойдет. Кто-то, я вижу, себя снимает, кто-то уже знает и себя снимает, а кто-то прям поймет, кто делает, когда вы узнаете имя этой женщины, либо совершите чистку себя, да, вы ей все это назад вернете. И то, что ей вернется обратно, это не бумеранг, это бумерангище. Тут еще и высшие усилят. По законам вселенской справедливости этой женщине не поздоровится. Я не вижу для нее будущего. Я вижу вас и ваше будущее, а для вашей соперницы будущего я не вижу. Здесь может быть что угодно, начиная от каких-то быстрых, моментальных эффектов и заканчивая достаточно долгим и тяжелым концом. Вот это не тема нашей отсыпки, и я не хочу это ковырять. Если вам будет интересно, пишите в комментариях. Посмотрим на судьбу вашей соперницы, вашей вражины. Но ничего хорошего ее не ждет. Вам осталось потерпеть буквально дней 15, максимум 20. И вы поймете, о чем я говорю. Просто даже не поймете, а увидите. Увидите воочию, что с ней будет происходить. Она на самом деле уже переполнила лимит терпения, который отмерили высшие силы. Так нельзя. Это
Это ненормально быть таким злобным, агрессивным человеком, черным человеком. Ненормально, понимаете? Даже бесы так не действуют, как действует ваша вражина, ваша соперница. Недолго ей осталось, тут уже, знаете, как приговорили ее. Ну, туда и дорога. Избавитесь вы от этой соперницы, возьмете верх. Причем я вижу, что у кого-то соперница выступает не... ну, допустим, не любовница, да, либо жена мужчины, а мама. Мама у кого-то соперница. Много крови у вас попила, лучшее, как говорится, время, лучшие годы у вас украла. Вот. Вы с ней как-то обменяетесь, понимаете? То ли вам от нее наследство перейдет, то ли, может быть, какие-то ее украшения вам перейдут. Как еще компенсацию она вам отдаст, понимаете? Не желая того, она вам даст компенсацию. Вам что-то перейдет. Либо имущество ее, либо какие-то действительно ценности, драгоценности. Вот это точно. Сработает на славу. То есть мало того, что она поплатится за все свои грехи, так вы еще и будете с компенсацией. Это замечательно. Так. Кто-то очень переживает за то, что нет внуков. Вот нет внуков и все. Либо, кстати, еще переживания за будущее детей, что вот нет пары, что, ну, скажем так, я вот хочу быть бабушкой, я хочу, чтобы у моих детей было все хорошо, я хочу пристроить своих детей, да, и дальше уже жить для себя, да, заниматься своей личной жизнью. Так, мои милые, не переживайте, внуки будут, тут даже... Не сомневайтесь, тут еще правнуков будете сколько нянчить. Вот. По поводу будущего ваших детей. Потихоньку, не сразу, не моментально, но ваш сын, дочь будет браться за голову. Здесь идет достаточно тяжелый путь становления. Ну, это судьба, это характер, это привычки, это вот этот юношеский максимализм. Это все нужно просто пережить, перетопить в себе, и все будет замечательно. Вот, поменьше туда лезьте, поменьше вмешивайтесь, особенно как с рекомендациями приказного характера. Вот здесь перегибать вообще не стоит. Вы почаще говорите своим детям, что их любите их такими, как есть, уважаете, принимаете их решения. Поверьте, это будет гораздо лучше. Ваши детки еще немножечко туда-сюда жизнь попробуют на вкус, а потом за голову будут браться. И такими прям серьезными будут становиться, даже скучными. Придет тот час, когда вы будете говорить, ну нельзя быть таким скучным, ты похож на старика, либо на старушку, но не надо быть таким вот прям закрытым человеком. Смотри, какой огромный мир, сколько много всего интересного. Что ж ты сидишь в этих 4 стенах, там, грубо говоря, телевизор смотришь, да, выходи на улицу, играй, веселись, там, сходи в бар, да, еще будете своих детей призывать к тому, чтобы они веселились. Так что все будет хорошо. Кто с детьми поссорился, кто с детьми, ну, например, не имеет близкого контакта, то есть либо ссора произошла, либо ваши дети, ну, допустим, волей судьбы оказались в другой стране. Да, вы не можете быть вместе. В будущем, либо вы будете жить на одной территории, ну, например, в пределах, да, одного города, либо одного района, вот, либо у вас идет совместное проживание. Здесь никто в одиночестве не остается. И семья здесь всегда идет вот такая полноценная, обширная, я бы даже сказала. Много людей вот собираются вместе, причем очень часто. Вот даже об этом не думайте. Нет. С детьми будете рядом, либо и ваши дети будут рядом с вами. Это прямо уже вам на роду прописано. Одиночества здесь ни в каком виде нет. Так, и еще важный момент. А здесь у меня женщина. Почему-то вот осталась она одна с ребенком, либо с 2 детьми, может быть, несколько детей. Одна. И как будто бы сейчас в каком-то месте, либо должна ехать в какое-то место. Никого не знает, у нее ничего нет. Вот как будто бы нужно начать жизнь заново, с нуля, с чистого листа. Возможно, даже и средств нет, да, на то, чтобы это все начать. Как говорится, через силу. Да? Страшно, боязно, но ради детей надо действовать. Смотрите, я вижу у вас за спиной
несколько человек. Эти люди будут вам очень активно помогать, содействовать. Ничего взамен просить не будут, действительно желание вам помочь. Вы, главное, не закрывайтесь, вы, главное, не стесняйтесь, говорите о всех своих потребностях. У вас будет хорошая работа, у вас будет собственное жилье. И да, мужчина, который вам составит пару, он будет долго вам помогать, он будет долго с вами дружить, а потом вы с ним сойдетесь, поженитесь. Вот именно так у вас идет. Значит, ничего не бойтесь. За вами очень сильный ангел стоит, который вас вот крылышками своими закрыл. Ненужных людей он от вас отгоняет, то есть не дает им ходу к вам, а нужных людей он к вам подпускает. То есть сейчас, вот, по крайней мере, я вижу вот двоих, которые вот, ну, буквально в течение нескольких дней, может быть, они уже в вашей жизни, да, очень активно вам будут помогать. Потом еще несколько людей появится. Вас поддержат, вам помогут. Вы одна не останетесь. Вы прорветесь, понимаете, у вас действительно новая жизнь начинается. Все будет хорошо. Даже и не сомневайтесь. Хватит там плакать, хватит бояться. Все равно надо же дальше жить. Ради детей жить, ради себя жить, ради своего будущего. Вот, верьте в себя. Почаще обращайтесь к своему ангелу, особенно в конце дня. Ну, просто возьмите себе за привычку его благодарить. Поверьте, это очень хорошо, и это даст возможности вашему ангелу себя более активно и ярче проявлять в вашей жизни, да, больше вам помогать. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.